Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие зрители, дорогие подписчики. Сегодня я решил разобраться, почему казанских татар и почему татар в общем Среднего Поволжья в Средней Азии, да, узбеки, казахи, уйгуры и так далее назвали ногаями. Почему это было так? И точнее, что на эту тему говорили такие великие татарские мыслители конца 19-го, начала 20 века. Это Мурад Рамзи и Шахабуддин Марджани, которого еще называют отец татарской нации, потому что он, собственно, был одним из главных идеологов закрепления этнонима татар среди вот, тюркского населения Среднего Поволжья. Он же, как такой общетатарский идеолог, начавший писать национальную историю, задумывался об общем этнониме, потому что шел процесс нациеобразования, и Марджани выбрал татарскую идентичность как такую базовую. Подобное видео на эту, безусловно, интереснейшую тему я хотел выпустить уже давно, однако поводом для данного материала стали недавние утверждения некоторых казанских ученых. Но давайте разберем все по порядку. Недавно на татарстанских краеведческих ресурсах вышло видео, где уже в названии и описании этого видео на ногайских ученых и активистов навешаны ярлыки с неясной лично мне формулировкой, с неясными мне значениями, да, но явно с оскорбительной, уничижительной терминологией. При этом в самом видео авторы призывают не вешать ярлыков. Можно дискутировать на нормальном научном уровне, но вешать политические ярлыки нет необходимости. По содержанию их ответа видно, что Дамир Мавлевич и Искандер Лерунович, если и ознакомились с моим прошлым видео, на которое они, собственно, отвечали, да, то лишь вскользь. К примеру, они напутали, что я там называю ногайским языком, при этом назвав язык тюрки литературным татарским. Опять заявили, что кавказские ногайи и астраханские ногайи – это совершенно разные народы. Надо различать ведь, скажем, северокавказских ногайцев и ногаев Нижнего Поволжья. Это разные группы. Что опровергается в моем прошлом видео как раз таки. Я уже не говорю о множестве странных с научной точки зрения заявлениях и приписывании мне таких выражений, коих я никогда бы себе не позволил. Конечно, на все это отвечать я не вижу смысла, кроме как указывать на опровержение их утверждения в тех материалах, которые я сегодня приведу в рамках указанной мной в начале темы. Однако, к моему глубокому сожалению, лица, выступившие в качестве наших оппонентов, не ограничились вышеперечисленным и высказались в уничижительном тоне о некоторых ногайских исследователях, таких как Амир Дамирович и Ахмед Аминович Ярлыкапов, вновь подверглись нападкам ученые из Института языкознания Российской академии наук. Также подвергаются сомнению постулаты недавно покинувших этот мир Вадима Винцеровича Трипавлова и Леонида Шайсултановича Арсланова. Вот мимо этого я никак не могу пройти, потому что это, с моей точки зрения, несправедливо по отношению к нашим исследователям и к исследователям из Татарстана, из Москвы, из Российской академии наук. Поэтому я хочу выразить свое несогласие вот с этими их утверждениями и хочу сказать пару слов, после чего мы уже перейдем к теме. Так, в видео в уничижительной форме высказались о лидере юртовско-ногайского движения историка-краеведе Амире Дамировиче Мусаеве, продекламировав ложные сведения об его образовании и административной деятельности. На самом же деле Амир Дамирович является одним из ведущих исследователей по юртовским ногаям. И я считаю честью иметь с ним общие публикации. Являясь учеником Равиля Утимахамедовича Джуманова и получив образование по специальности учителя истории в Астраханском педагогическом государственном университете, он с 2008 года выпустил порядка 20 научных статей, публикаций, докладов на разные темы касательно своего народа, юртовских ногаев, из числа которых он, собственно, и происходит, и среди которых проживает всю жизнь и по сей день, в отличие от тех, кто ему оппонирует. Ряд его исследований о родоплеменном составе, земледельческой культуре юртовцев, а также о родном ауле Казан часто цитируются в научных публикациях и очень широко разошлись в народе. Бесспорно, Амир Дамирович является одним из знатоков истории и культуры юртовцев Караиле. Следовательно, игнорирование его работ при исследовании юртовцев сделает любое такое исследование неполноценным. Так что зря наши оппоненты отзываются о нем в уничижительной форме. Что же касается принижения степени Ахмеда Аминовича Ярлыкапова, то это вообще выглядит смешно.
Ахмед Аминович является признанным специалистом не только в России, но и на международном уровне. Мне неоднократно приходилось слышать положительные отзывы о нем и о его работах от коллег из Турции, Польши, Грузии и других стран. То, что Ахмед Аминович является ведущим научным сотрудником Центра евроазиатских исследований МГИМО и старшим научным сотрудником Института этнологии и антропологии ИРАН, уже само по себе говорит о его уровне и его компетенции в науке. Относительно материала Института языкознания Российской академии наук, в плане того, на чем они основывались, и обвинения в их адрес со стороны Дамира Мавлевича, что якобы они не опирались на главного специалиста по юртовскому и харагашскому языкам, на труды Леонида Шайсултановича Арсланова, то это вообще вызывает удивление, так как Институт языкознания в своих выводах в основном опирается как раз-таки на его работы. Леонид Шайсултанович, вопреки заявлениям некоторых татарстанских деятелей, считал язык юртовцев и харагашей ногайскими языками, так как и самих юртовцев и харагашей он считал ногаями. Но давайте же наконец перейдем к теме нашего видео. Люди, которые пытаются оправдать то, что сами себя юртовцы и харагаши называют ногаями, и окружающие народы их называют ногаями, часто приводят в довод тот факт, что в средневолжских татар в Средней Азии часто, издавна также называют ногаями. Надо еще помнить, что в Средней Азии вообще все поволжские татары именуются нугаями. То есть это общее такое название. И, мол, из-за них коренное астраханское и тюркское население известно всем как нугай. Нугай говорят, кстати, другие. Вот другие, именно вот казахи про нас говорят. Они всех татар называют нугай. Все казахи, они видят татары и говорят нугай. Более того, по заявлениям оппонентов, и сами юртовцы и харагаши, называя себя нугаями, по этой причине имели в виду не народ нугай, а имели в виду, оказывается, татар. И здесь вот надо иметь в виду, когда мы речь ведем о Нижнем Поволжье, там же казахи очень близки. Они там буквально рядом. И, конечно, они вот свой взгляд на эту этническую общность транслировали данному населению тоже. Поэтому, когда вот, скажем, Алим Максудов в своем сообщении, которое мы посмотрели, говорит, что вот они себя называли ногаями, там это есть и в некоторых документах. Это на самом деле означает, что они себя считали татарами, но вот под такой оболочкой. Давайте же на основе двух трудов выдающихся татарских национальных мыслителей конца 19-го, начала 20 века, а именно на написанной на арабском языке книге «Тальфик аль-Ахбар ва Тальхих аль-Аthар фи Вакай Казан ва Булгар ва Мулюкут Татар», авторства Мурада Рамзи, которая была опубликована в Оренбурге в 1908 году, а также написанной на тюрки Мустафа аль-Ахбар фи Ахвали Казан ва Булгар Шахабуддина Марджани, который считается отцом татарской нации. И эта книга была опубликована в Санкт-Петербурге в 1897 году. Посмотрим, как на вот этот заданный мной вопрос осмотрели они. Как они на это смотрели, какие причины они приводили, так как они оба учились в Средней Азии, и так как они были знакомы с уроженцами Астрахани, так как они изучали огромное количество трудов арабских, восточных авторов, и излагали свои труды на основе и российских источников, тот же Карамзин, и так далее, то есть они их приводят, как они смотрели на этот вопрос изнутри. Вот посмотрим на их выводы. В первую очередь посмотрим на высказывание Шахабуддина Марджани, на которого и ссылаются наши оппоненты, в своих заявлениях. Искандер Леонидович, я обратил внимание на одно высказывание Шахабуддина Марджани. Значит, когда он писал книгу «Мустафа аль-Ахбар фи Ахвали Казан ва Булгар», он говорит, некоторые хотят нас называть ногаями. Правда, из-за незнания языка тюрки они ссылаются на неверный, искаженный перевод Академии наук Татарстана, разбор на который я делал уже в одном из своих прошлых видео, вот здесь вот можете его увидеть. Вот что Шахабуддин Марджани на самом деле говорит о булгарско-казанском народе, который оказался в Средней Азии, и которых называли ногаями. Bilcumle kendi ahvam ve aslaf ve masakin ve ahval ve avsaflarından bir haber ve kendi kabilelerinden ne kadar muluk azimuşşan ötüp hiçbir neden itlaları yok. Hatta farklı cahillerinden Mavera Nahr'da olan Sart tayfasına takliden ala khilaful vaqi özlerine Nogay ismini alıp kendi mahveratlarında bu şul ismini icraen
ve kendilerini ol tayfadan ad etseler de Rusya tayfasının kendilerinden nefrin ve sarzaneş makamında Tatar deyip tankis ile tabir ettikten bazıları Tatar olmakını naksan fahimlep ol isimden nefret edip biz Tatar değil Müslüman diyu niza ve mücadele edeler. Hayhat ve hayhat ve şattan beynen Nil vel Ferat. Ey miskin bilfart senin Müslümandan gayrı bir ismine düşman din ve milletin bolmasa elbette seni Müslüman diyu nefrin eder idi. Tatar olmasan Arap ve Tacik ve Nogay değil ve Xitay ve Rus ve Afranç ve Prus ve Nemis dahi değil. İmdi kim bulursun? Hayır et. Sart tayfası, Çelemiş Yamokşa var tayfalarının vücutlarını bilmeklerinden sana ol isimlerini birebirle tasmiye kılmamışlar. Ahmetsiz, gafil, ol takdirde özünü Çelemiş Yamокша sanап разы болып yürür edin mi? Посмотрим перевод вот этой длинной цитаты. В целом они, то есть вот это вот казанское население, болгарское население, не имеют вестей о своем народе и предшественниках, о местах их проживания, о событиях и о описаниях, и совсем не сведущие, сколько великих царей вышло из их собственного племени, доходит до того, что они по причине своего крайнего невежества, следуя за сартами Мавероаннахра, но противоречия реальности, берут себе название Ногай и используют его в разговорах между собой и считают себя из этого народа. При этом из-за того, что русские, исходя из презрительного и обвинительного отношения к ним, уничижительно называют их татарами, некоторые из них, считая бытие татарином недостатком и испытывая к этому названию неприязнь, спорят и припираются, мол, мы не татары, а мусульмане. Нет и еще раз нет. Между этими названиями разница, как между Нилом и Ефратом. О, бедняга, предположи, что если бы твой религиозный и национальный враг не знал для тебя другого названия, кроме мусульманина, тогда он презрительно назвал бы тебя мусульманином. Если ты не татарин, то и не араб, и не таджик, и не ногай, и тем более не китаец, не русский и не француз или немец. Кем же будешь тогда? Хорошо, хоть сарты, не зная о существовании черемисов и мокши, не называли тебя одним из этих названий. Какой же ты безгордый, несознательный. Если бы так оказалось, то неужели ты был бы согласен называться черемисом или мокшей? Итак, отсюда мы понимаем, что Шихабуддин Марджани порицает тех из Казанлы, которые проживают в Средней Азии, из-за того, что русские их презрительно называют татарами, отказываются от этого имени и не хотят называться татарами. И из-за того, что сарты, население Мавероаннахра, называют их Ногай, они взяли себе это имя и стали называться этим именем. То есть и татар, и Ногай было для этих людей иноназванием. Однако Марджани считает имя Ногай этнонимом другого народа, так как он ставит Ногаев в ряд тех наций, к которым татары не относятся, таких как французы, арабы, таджики, немцы, китайцы и так далее. Запомним этот момент. Что еще интересно, так это то, что по мнению Марджани, зная сарты про существование черемисов и мокши, то непременно называли бы татар именно именами этих народов. Вторит Марджани и его последователь Мурат Рамзи. Говоря о казанцах и булгарах, которые живут в Средней Азии, он пишет: «Ва акбаху мин хада джахалятухум би аслихим ва насабихим, ва тадиихим ли мухтаддихим ва джинсухум, фа иннахум лама раау шаматата тайфатур руси, иннахум бикаунихим минат татар. Ва шахаду фи кутубиль муслимина анит татара ля тузкару илля макрунатан билля'ни ва ма юджибуль гара ва шанар. Анкару каунахум минат татар. Ва раду ли анфусихим би итляqi исмин нугай, табиан фи далика акваму Мавероаннахр». И что значит в переводе? Еще хуже это их, то есть вот этих вот булгар и казанцев, неведение в области их происхождения и родословной, а также пренебрежение своими корнями и этническим обликом, когда они узнали, что некоторые русские ругают их за их принадлежность к татарам и прочитали в мусульманских книгах, что татары там упоминаются только с проклятиями и тем, что влечет стыд и позор, они отвергли принадлежность к татарам и решили называться ногаями, следуя в этом примеру жителей Мавероаннахра, то есть которые называли их таким образом. Итак, здесь, кроме прочего, мы видим дополнительную причину, а это то, что татары Средней Азии сталкивались с неприятием из-за того, что в мусульманских книгах татарами назвали хулагуидов, которые уничтожили багдадский халифат и причинили множество бедствий мусульманам в Ближнем Востоке. Именно этот фактор заставлял казанцев и булгар отказаться от предлагаемого Марджани наименования татар. Но почему же средние азиаты этих казанцев называли Ногай? На этот вопрос в труде самого Марджани мы ответа не находим, но зато Мурат Рамзи отвечает на этот вопрос в своем труде в нескольких местах. Так он, затронув разные названия булгар,
пишет: «Фаинна ауаля тайфатин аслямат хунака хия тайфату булгар. بالاتفاق غاية ما في الباب عن فيه دلالة على أن قوم بلغار كانوا كلهم معروفين عند الشراميشة باسم شواشن الذين هم بعض منهم كما أن أهل قزان كلهم معروفون إلى الآن عند أهل مبرى النهر باسم النغاي لوجود شرذمة قليلة من طائفة النغاي فيما بينهم». То есть, читаем в переводе, первым племенем, принявшим ислам, было племя булгар, по единодушному мнению. И в этом есть доказательство того, что народ булгар был известен черемисам под названием чувашей, которые составляли их часть. Так же, как все жители Казани до сих пор известны у жителей Мавируаннахра как нугаи, по причине наличия небольшой группы из племени нугаев среди них. То есть, по мнению Мурада Рамзи, казанских татар в Средней Азии называли нугаями по причине того, что среди них были небольшие группы нугаев. Но что насчет Астрахани? Там были настоящие нугаи? Или же они были все такими же татарами, которых вот внешне называли нугаи, которые там каким-то образом внешне восприняли этот этноним. Посмотрим, что по этому поводу сказал Шихабуддин Марджани, когда упомянул историю хазар. İtil dedikleri elbette uşbu aramızda lisanımızca Hacı Tarhan tabir edilen şehirdir. Aştrahan'ı teklif birlet Hacı Tarhan deyip tabir edilgen mi? Яки bir şahs ahirge nisbet ile tasmiye edilgen mi? Ejderhan deyu tabir dahi vaki olgan. Bulgarga mukabil kılıp Hazar tabir kılındıkta Hacı Tarhan ve Kizler ve Kuban atraflarında olan Nogay tayfaları ve gayri halklar olmak gerek. Fil hakika Bulgar ve Hazar lisan vahid olsa da hazırda hem ekibi arasında hile tafavut var. Şul cihetten lisanları bir ve başka dilse hayır kaysı caizdir. То есть, читаем в переводе, здесь интересная такая цитата. Итиль — это тот город, который нами на нашем языке называется Хаджи Тархан. Назван ли Хаджи Тархан так из-за Астрахани или из-за имени некого человека? Также город некоторыми назывался как Эждерхан. Когда, принимая в расчет булгар, мы упоминаем хазар, то в наше время, скорее всего, идет о проживающих в окрестностях Астрахани, Кизляра и Кубани нугаях и других народах. На самом деле, хоть булгарский и хазарский языки схожи, но в наше время между ними есть различия. Потому эти языки рассматриваются как разные, но оба они приемлемы. Тут я хотел бы обратить внимание сразу на два момента. Во-первых, Марджани атрибутирует языки татар и нугаев как языки булгар и хазар соответственно. Он подчеркивает их разницу, но признает, что оба этих языка имеют право на существование, то, к чему и пришли эксперты Института языкознания РАН. Подобное же мы встречаем у Марджани в упоминании истории города Сувар. То есть Марджани прекрасно осознавал разницу языков нугаев и татар. И упоминание этой разницы даже в отношении предков наших народов о многом говорит. И то, что он говорил, что оба этих языка имеют право на существование, тоже показательно. Во-вторых, говоря в предыдущей цитате о народе Нугай, проживающем в Астрахани, Кизляре и Кубани, Шихабуддин Марджани не только опровергает наших оппонентов по части распространения на Астрахань рассматриваемого фактора названия татар Нугаями в Средней Азии, народами Средней Азии, но и по части того, что Нугаи Астрахани и Кавказа — это, мол, разные народы. Интересно, что на эту тему думает Мурад Рамзи. Смотрим, что он пишет. «Коля нувайрию وللنغاي هذه أخبار نذكرها بعد إن شاء الله تعالى. قلت هو أكبر قواد جيش بيركيه وممن أسلم معه وإليه ينسب الله أعلم طائفة النغاي المشهورة بأرض قرم وكفقاز وحاجي Тархан». И читаем в переводе. Ан-Нувайри сказал: есть сообщения о Нугае, мы их упомянем позже, если будет на то воля Аллаха. Я сказал: он был старшим командующим в армии Берке и из тех, кто принял ислам вместе с ним. К нему имеет отношение племя Нугай, известное в Крыму, на Кавказе и Хаджи Тархане. То есть народ Нугай, по словам Мурада Рамзи, является населением Крыма, Кавказа и Хаджи Тархана. Опять же, Нугай, Кавказа и Астрахани – это единое целое. Так считал приведенный мной в прошлом видео Муаллим Умар Алаш Мулляминов, кстати говоря, предок семьи Мулляминовых из аула Казан, из Башмаковки. Также считал Шихабуддин Марджани, которого я вот чуть выше привел. Также считал великий татарский ученый Мурад Рамзи, вот которого я сейчас привел. И также считал, кстати говоря, Абдурахман Умеров. И его сподвижники, да, вот из числа собирателей дестанов и так далее, вот среди которых, скорее всего, имелись в виду и Басир Абдулин, и Абдулхамид Джанибеков, и Наджиб Гасри, и другие вот его сподвижники из числа юртовцев и харагашей.
О чем свидетельствует, вот об этом, да, свидетельствует Ахмед Заки Валиди. Вот что он писал в своих воспоминаниях в книге Хатыралар. Абдурахман Молла ve onun Астраханда görüp konuştuğum fikirdaşları ve destanjılar için Ногайларын vatanı Дагестанда Яхсай ve Кобандан başlar. Что значит в переводе: по мнению Абдурахмана Муллы, то есть Абдурахмана Умерова, и его единомышленников, собирателей Дастанов, с которыми мне приходилось встречаться в Астрахани, родина Нугаев простиралась от Аксая в Дагестане и от Кубани. То есть все эти ученые, и Умар Мулла Мулляминов, которого я приводил в прошлом видео, и Абдурахман Умеров с его товарищами из числа карагаши и юртовцев, собирателей Дастанов, и Марджани, и Рамзи, и Валиди, все они считают, что астраханские и кавказские Нугаи — это единое целое, единый этнос, а Исхаков с Измайловым и некоторые их товарищи в Казани решили, что это не так. Но вернемся к вопросу, распространялось ли на Астрахань то, что в Средней Азии татар называли нугаями. Являются ли нугаи в Астрахани теми самыми татарами, которых народы Средней Азии назвали нугаями? Из вышеприведенного мы видим, что Мурат Рамзи и Шихабуддин Марджани считали, что в Астрахани живут настоящий народ нугаи, да, который не имеет отношения к тому фактору, который мы сегодня рассматриваем. Поэтому ответ на вопрос очевиден. Нет, в Астрахани это были реальные нугаи, а не татары, которых называли нугаями. Однако в конце первого тома своего труда Мурат Рамзи сказал то, что ставит все точки над «и» в этом вопросе. Давайте прочитаем, что он сказал внимательно. Это такая немного большая цитата, но все-таки ее нужно прочитать и разобрать ее. Давайте прочитаем. «Фамату рахимуллаху та'аля фи махбасихи би махаллин юколю лаху ковна. Фаби маутихи нкарада мулюкус сарай. Thumma бтаdaa ба'да дhalика хаванину хаджитархан. ومن هذا الوقت وقع في التواريخ إطلاق اسم النغاي على خوانين حجترخان وأطرافها وخوانين أطراف أورال حتى في أرض بشكورت واشتهر بعد ذلك اشتهارا تاما ولم يقع قبل ذلك إطلاق هذا اللفظ إلا على الأمير النغاي واستظهرنا هناك كون طائفة النغاي من قومه وقبيلته وأجل الإطلاق الأخير يطلقونه أهل ما وراء النهر وقزاق على أهل قزانا أيضا». То есть читаем перевод. Он, то есть шейх Ахмад хан, да, последний хан Большой Орды, да смилостивится над ним Аллах, умер в месте, называемом Ковна, и с его смертью прекратила свое существование династия правителей Сарая. С этого времени началась история ханов Хаджитархана, и именно тогда в исторических трудах начинают использовать слово «нугай» в отношении ханов Хаджитархана и его окрестностей, а также ханов Урала и даже про земли Башкир. Это слово стало знаменитым с того времени, хотя ранее оно употреблялось только в отношении эмира Нугая. Мы обнаружили, что там было племя Нугай из его народа и из его рода, но из-за того, как позже стали использовать это слово, жители Мавероаннахра и казахи стали называть этим именем также и казанский народ. Итак, Мурат Рамзи рассказывает, что после смерти последнего хана Большой Орды, шейха Ахмада, началась история ханов Астрахани. То есть они стали как бы главными ханами в Тахт-Эле. И в их отношении, а также в отношении правителей территории Урала и даже Башкирии, то бишь территории Ногайской Орды, да, стали употреблять этноним Ногай, так как населением этих земель было племя Ногай, был народ Ногай. То есть народ Ногай, именно племя Нугай само, не татары. То есть в Астраханском ханстве и Ногайской Орде, согласно данным Мурада Рамзи, населением были не татары, а Нугай. А что же касается того, что казанцев и средневолжских татар в Средней Азии и среди казахов, и среди других народов в Средней Азии тоже, да, стали называть нугаями, то это явление гораздо позднего порядка, да, то есть сначала появились нугаи в регионах Астрахани, на Урале и даже до Башкирии, а потом уже появилось явление, которое заставило население Средней Азии называть нугаями также и вот казанцев и средневолжских татар. В общем, я думаю, что труды этих двух выдающихся татарских ученых расставили все, что пытались перевернуть наши оппоненты, по своим местам. Но я хотел бы как вишенку на торте в конце разбора этого вопроса привести один занимательный факт. А это то, что сами татары-переселенцы в Астрахани, то есть средневолжские татары, казанские татары, которые переселились на территорию Астрахани, называют коренное тюркское население этого региона, то есть астраханских нугаев, называют нугаями. Они их не считают татарами, они их называют нугаями.
И что делать с этим фактом, я даже не знаю. Да, вот. Это же очевидно, что вот то, что они пытались притянуть к тому, что в Средней Азии татар называют нугаями, на астраханских нугаев, это очевидно, что обречено на провал. Почему? Потому что сами татары, переселенцы в Астрахани, называют коренных нугаев нугаями. Вообще труды Шахабуддина Марджани и Мухаммад Мурада Рамзи, которые мы сегодня рассматривали, содержат в себе еще очень много интересных фактов. Например, там, в отличие от наших оппонентов, Ногайская Орда не рассматривается в качестве рыхлого государства, а по их содержанию там видно, что Ногайская Орда была сильным государством, которое даже назначало и свергало ханов в самой Казани. Также Эдиге в этих трудах, он является нугаем и главой ногайского племени. И еще очень-очень много утверждений, да, которые противоречат тому, что заявляют часто наши оппоненты. Но я думаю, что нет смысла растягивать наше видео и уделять слишком много времени, чтобы не превращать это видео в подкаст. Вот поэтому я думаю, что нужно будет завершить на этом наше видео. Но в завершение хочу сказать одну вещь. Лично я не сторонник подобной публичной полемики, так как она вызывает напряженность между нашими братскими народами, особенно с такими высказываниями, которые позволяют себе наши оппоненты. Да? Наши народы, нугаи и татары, должны оставаться братьями. Если есть загвоздки, какие-то непонимания в отношении друг друга, да, например, вот непризнание ногайской идентичности у астраханских нугаев, то мы должны решать эти вопросы непременно через вот такие вот труды, через исторический анализ, через факты, через междисциплинарный подход, да, современные методы есть решения этого вопроса, типа как генетика, там, популяционная и так далее, но не посредством вот споров, склок, ругани в интернете, не посредством этого. Я призываю татарский народ отбросить все предрассудки и быть всего лишь справедливыми с нами и с самими с собой. Давайте уважать друг друга и поддерживать братские и родственные отношения. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.